Юные спортсмены, воспитанники детско-юношеской спортивной школы имени Владимира Петровича Воронкова, все больше и больше радуют своими успехами в разных видах спорта. Буквально на днях они пополнили список наград 2 золотыми и 10 серебряными медалями. Одним из обладателей золота стал боксер Владислав Алексеев. Участвуя в первенстве Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов России, среди юношей 15 и 16 лет он своим упорством и волей к победе покорил очередную вершину. Трудолюбивый, хороший, заинтересованный мальчик, который хочет добиться в жизни чего-то, видно, старается и выигрывает. До этого буквально недели за полторы до этого был Приволжский федеральный округ. Выступил тоже достойно, занял 3-е место. Ну, а здесь добился, выиграл 1-е место и послезавтра уезжает на первенство России в Анапу. Мы к каждому стараемся индивидуальный подход, потому что попадают на первенство России не все определенные. То есть каждому, кому-то надо и нагоняй дать в углу во время боя, а кому-то наоборот сказать, что все спокойно, молодец, все идет правильно. И они понимают и добиваются результата. Каждому по-разному, так что. Серебряную медаль привез на родину и Азизов Рамиль, преодолев дистанцию в 50 километров на лыжах. В юбилейном 10-м симбирском марафоне, который проходил в Ульяновске, он принял участие впервые. Я привез серебро. Проходил это в Ульяновской области. Марафон был серьезный, было очень много соперников со всей России. Было очень тяжело, но пришлось справляться. Но и его коллекция побед марафоном не ограничивается. В первенстве Чувашской республики я занял 2-е место в классическом стиле на 10 километров. И еще в прошлом сезоне победитель первенства Чувашской республики в эстафете. Как любой спортсмен, нацеленный на олимпийские высоты, Рамиль упорно идет к цели вместе со своим тренером. Хорошо выступать на России, отобраться на Олимпийские игры, попробовать. У меня очень хороший тренер, я очень рад, что он у меня есть. Я всегда ей во всем помогаю, как и она мне. Я хочу, чтобы все другие дети приходили в спортшколу и тренировались. Здесь очень хорошие тренера. Лыжный спорт уже процветает, это уже видно. И просто, чтобы дети действительно занимались, это хороший вид спорта, сильный, и не каждый в нем может. Надежда Владимировна, как никто, знает и понимает своих воспитанников, поэтому идет с ними нога в ногу. Когда он мне сказал: Надежда Владимировна, мы с вами поедем на сибирский марафон, 50 километров бежать. У меня еще таких учеников не было. 50 километров 18 лет, я вначале говорю: Рамиль, надо как-то это постепенно, 30 он уже бежал. Там просто в Ульяновске очень сложный рельеф трассы. Там трассы намного тяжелее, чем у нас в Чебоксарах. Как вы, если, наверное, знаете, в Чебоксарах тяжелая трасса, а в Ульяновске для марафона это очень сложно. Но он меня, конечно же, уговорил. Он 50 километров бежал на одной паре лыж. И бежать их просто на парафине мы не успели положить порошок. Это очень тяжело. Для меня он в глазах еще вырос намного выше, потому что кто занимается лыжным спортом, они знают, что это такое бежать на голых лыжах. 50 километров, мне даже страшно становится. Он большой молодец, у него большое будущее. И я знаю, что у него все получится. Командная эстафета в рамках первенства Чувашской республики по лыжным гонкам среди детских юношеских спортивных школ принесла воспитанникам 10 серебряных медалей и 1 золотую, общекомандную. Юные участники оказались немногословными, но и им было что рассказать. С детства нравится этот вид спорта. Нравится техника, как они бегают, спортсмены. Для меня это трудно, тренируюсь часто. Нужно тренироваться всегда, чтобы достичь высот. Нас тренирует заслуженный тренер России Владимир Яковлевич. Он дает нам хорошие советы, которыми мы пользуемся, и благодаря этому занимаем призовые места. Директор школы с большой гордостью отзывается об успехах ребят. Если в прошлом году на данных соревнованиях они были 2-ми, то сейчас они победители. В 2018 году так получилось, когда мы соревновались в первенстве Чувашской республики среди спортивных школ, мы заняли 2-е место. Из 2300 очков мы проиграли школе имени Тихонова 2 очка. Было, конечно, ужасно больно, обидно. Целый год мы тренировались,
Мы стремились, чтобы вернуть нам общекомандное первое место. И у нас это получилось. Говорить о победах юных спортсменов можно долго. Каждому воспитаннику есть о чем рассказать. Их спортивные достижения – это большая трудоемкая работа не только самих воспитанников, но и тренерского состава школы. И пока бьются их горячие сердца, спортивные вершины будут покоряться канашскими спортсменами.